Привет! Сегодня 21 июня, 25 год, время 6:50. Все, собрался, выехал. Покидаю Якутск. Да, пора ехать. Пасмурно. Ну, куда деваться. Сейчас до причалов, а там поход. Ой. Ну, вроде собрался, ничего не забыл. Еды купил. Вода есть. Все, можно ехать потихоньку. На светофоре пройдите прямо, а затем держите левее. Так. Вот мостик через какое-то тут озерцо у них или речка, не знаю, что это, что-то какой-то водоем. Через 100 метров на светофоре пройдите прямо. Спасибо. Да. Так и сделаем. Прохладно, прохладно. Очень прохладно. Ну, вчера пришел, пообедал, поел. Что это был, ужин поздний? Пришел, перебрал вещички, велик разложил опять. Ну и все, и спать. Где-то в час, наверное, я лег. Полчаса. Спать. И вот утро. Проснулся. Да, ветер холодный, но надеюсь, не замерзну. Все, сейчас опять по этой пыльной дороге разбитой ехать. Но другой нет, порт один. Что-то мне прям это нравится. В прошлом году приехал в Питере, переночевал и на следующий день в путь. И в этот раз также. Приехал в Нижний Бестях, правда. До Якутска добрался, в Якутске переночевал. Как сказать, акклиматизировался. И в путь. Нормально. Ну, правда, после дороги 6-дневно отдохнул. Прям хорошо. Ну что, где поедем? Давай по буеракам. Утром машин мало, суббота. Хорошо. Прям замечательно. Вот он, Якутск. На обратном пути. Сейчас, пока утром собирался, такой раз дверь открывается, еще один квартирант в квартиру. Три комнаты в квартире. Все три сдаются. Заходит Дима, как познакомились, ну, с Красноярска. Вахтой работает здесь. Ну вот, поболтали. Рассказал про улусы местные, как тут живет народ местный. Про природу, про погоду, опять же. Ну, хорошо поговорили. Вот. Кофейком угостил, наконец. Под конец разговора. Через 100 метров на светофоре. Ой. В общем, хорошо время прошло, утреннее. Ну, а сейчас начинается
Грязюка, пылюка. Хороший Якутск закончился. Нет, еще метров 200, наверное. И все. И начнутся ухабы. Ладно. Едем. Все, заехал на паром. Поставил, вел. Ну, все так же. Буфет, касса, туалет. Все радости. Все, сейчас он догрузит. Там очередь огромная из машин. Блин, машин полно прям. Очень много. Ну ладно, быстрее уедем. Ну, что делают на борту парома? Пока он последний докатывает машину. Пить чай. Есть Samsung. И традиция. Ну, вроде солнышко. Это хорошо. Только ветерок такой нехороший. Холодный, северный, северо-западный. Вот. Добрались до другого берега. Поленя. Ну все, с парома выхожу. Пытаюсь. Ну вот так вот тут. Да. Счастливо. Да. Опять Нижний Бестях. Ну вот сразу порт. Вон. За Бестяхом. Ну а мы в горочку. Сейчас отсюда до самой деревни в город. Ой, в город, в горку. Там надо будет перекусить, наверное, и вперед. Думаю, так. Ну, Лена огромная, конечно. Здоровая река. Вон Якутск. Да, как-нибудь в другой раз экскурсии. Зато я отдохнул вчера. Нормально. Выспался сегодня. Ну как выспался? Относительно. Что-то долго заснуть не мог. Но потом уснул. И, в общем-то, то, что я поспал там часа, наверное, 3,5, да. Хватило мне. Вот. Едем. Ровно-ровно и в гору. Вон там. Ого-го. Ну, тоже недолго. Да, Лена огромная. Острова вон посередине реки. Ну вот я и подъехал к подъему. А подъемчик 9%. Вот такой подъем от причалов. От чего-то, пирсы, причалы. Короче, от порта от ихнего. От порта. 9%. Ну ладно. Зайдем пешком. Я не готов ехать в такие горки. Ну пока, по крайней мере, точно. Пошли. Вот так это выглядит. Нижний Бестях. Тут коняшки, головы коней во все 4 стороны света смотрят. Ну, а мы поднимаемся. Сейчас там тоже будет какой-то джигит.
на коне какой-то якут. Подхожу к памятнику в Бестяхе. С какой-то... Что за инструмент? Топор, не топор. Нож, не нож. Так, сейчас я поставлю вел и почитаем, что это такое. Кому это памятник такой стоит тут? Вот так, ну пошли посмотрим. Ну а рядом вон торговый центр у них. Памятник национальному герою народу Саха Василию Манчаары. Народный художник Романов. Октябрь в 2000 году все это сделано. Народный герой. Лошади якутские. Морозоустойчивые. Волосатые. Вот. Так. Да. Ну там еще какой-то памятник. Сейчас доедем. Ну что? Вон Иркутск. Иркутск. Якутск. И вел. Зашел в Бестяхи в кафе. Прикольная кафешка. Вон там вел оставил на улице. Вот тут. Ну, так вот, в общем, хорошо прям. Экранище большой. Смотри кино, кто хочет. Так, ну что я взял? Я взял печень, капустки, салат и сок яблочный. Сейчас это все съем, завтрак и в поход. Прям мне нравится кафе. Молодцы. Едим. Завтрак закончился. Время без 5:11. Поехали. Едем дальше на восток. В сторону Магадана. Попробуем. Да, вот такой он Бестях. Ну, кстати, позавтракал хорошо прям. Печень вкусная, салатик отличный. Замечательно. И асфальт пока. Ну какой длинный поселок-то. Прям еду и еду. Ну там в горочку впереди. Наверное, он закончится. Ну а здесь пока вон какой-то еще торговый центр. Вот справа так себе ничего. А слева вот. Да, дороги, конечно, разбитые. Сардана. Мясной двор. Там еще что-то. Ну, ладно. Закончился Нижний Бестях. Вперед. Вот там желаю счастливого пути.
Дорога на Магадан. Попытка не пытка. Можно ехать. Да, холодновато, ветер такой встречно-боковой. Не очень приятно. И погода не поймешь, то ли холодно, то ли тепло. Такая непонятная. Так, 25 по верстовым указателям. 25 чего-то. Так, а я проехал 15. 10 до причала, где эти паромы. Ну и вот 5 километров до сюда. До выезда с Бестяха. Пятнашка от Якутска. Ну так и едем. Поехали! Ну вот где-то в километре, в 2 от Нижнего Бестяха. Якутск-Магадан, трасса 504. Вот. О, давай почитаем, что тут посмотрим. Да, проехал 17800. Так, ну-ка вставай. Хорошо. Что здесь у нас? Так, 504. Флаги. Ну. Да. Идут. Сервисы. Федеральные учреждения. Ага, схема автомобильной дороги. Колыма, Якутск-Магадан. Так. Нижний Бестях. Так, Чурапча, Этекюэль, Хандыга, Теплый ключ, Уснера, Сусуман, Ягодная палатка, Магадан. Ну ладно. Ладно. Хорошо. Ну что? Поход. Ну да. Немного всего. Вон озерцо какое-то. У них водоохранная зона здесь стоит, указатель. Ну а тут карьер. Песок. Песчаный карьер. Да, вроде тепло, но ветер холодный. Так себе ехать. Ну, асфальт нормальный, приличный, прям он. Видно, недавно положили. Хорошо. Да, тучки гуляют. Цветочки цветут какие-то голубенькие. В общем, хорошо. Пока все. Ну, какая-то вот тут остановочка, а здесь памятничек. Как раз перерывчик небольшой устрою. О, хорошо. Вон у того столба остановлюсь. Это какому-то местному поэту. А здесь тоже кому-то. Сейчас почитаю. Ну что, 27 проехал, нормально. От
ночевки. 27. Ну не быстро. 9 с копейками, почти 10 средняя. Средняя почти 10. Потеплело. Одел жилетик. Ну ветерок есть, но тепло. А ветер неприятный, да, я уже говорил. Чё, ленточки вяжут. Так. Попов Юрий, советский партийный работник, основатель мемориала. Целый мемориал. Ага, ну с этой стороны что-то было. Уже ничего нет. Ладно. — 2003 год. Да, это не на русском. Ну да, место для отдыха. Добрались до указателя. Чурапча 140. Прямо. Тектюр 5. Налево. Бедемё. Направо 28. Никуда не едем. Прямо. Чурапча. Чурапча. Ну, асфальт хороший, там разметку сейчас размечают, хотят делать. Парень стоит там, работает. Да, асфальт положили еще новенький. Красота. Отлично. Так, тут что-то солнечная батарея, все это, наверное, светится вечером. Ну вот еще проехал километров 5, опять стояночка. Там эстакада вон, туалеты. Красота. Асфальтик новый. Замечательно. Ого, вниз поедем. Это тоже хорошо. Да. Ну, жарковато, да, немножко. Приходится попотеть. Чуть-чуть. Первые дни. Не знаю, сколько буду вкатываться. Я думал, спуск, а тут так себе. Баловство. Угу. И вон подъемчик сразу. Ну да. Ложбинка какая-то. О, даже речка. Это даже речка. Сейчас посмотрим, что за река. Суолла. Речка Суолла. Угу. Что у нас там? Да, 36 проехал. Ну, по асфальту-то нормально. Вопрос, когда он закончится. Так. Вот такая она. Река.
той стороны. Да. Колесики крутятся. Хорошо. Поехали в горку. Указатель очередной. Чурапча 130, Тамтор 12. Тамтор налево. Тамтор налево, 12 км. Вон пастбище. Там лошадки пасутся. Все огорожено. Здоровая. Ну. Он такой большой. Тамтор. Ну да, туда грунтовка пошла в лес. Да, 41 километр у меня пройдено. До Бестяха указатель он 28. Нижний Бестях 28 отсюда. Фух, да. Ну, едется нормально пока. Пока хорошо. Потею прям. Хорошо тоже. Нагрузочка идет. Вода лишняя выходит. Жарковато. Не поленились. Насыпали вон кучу песка. На нее поставили что-то и написали. Доллу. 1710 сыл. Доллу. Доллу. Ладно. С другой стороны ничего не написано. Ага, вон указатель. Сейчас мы посмотрим, что там. Ну что, лес такой вот и идет. Березки, сосенки. Так. Тюнгюлю 22. Чурапча 124. Магадан 1925. 1925 как-то вот многовато. Ну, Тюнгюлю 22. 22 это будет у меня 70 я проеду. Ну, нормально. Вот или где-то за Тюнгюлю можно вставать, или перед Тюнгюлю, или в. Посмотрим, сейчас доедем. Вот так вот. Ну да, машинки ходят, не часто едут. Ветер меняется. Или дорога петляет. То встречный, то боковой, то попутный чуть-чуть. Но небо все вон серенькое. Серенькое. В облачках. Хотя дождя не обещали сегодня. Смотрел прогноз на неделю, но это в Якутске. Вроде без дождей всю неделю. Ну так, пасмурно. С тучками, все с облачками. Вся неделька. А здесь не знаю, что дальше-то. Вон прям караван целый идет, аж 4 машины. И меня еще туда обгоняют. Ладно. Полтинничек проехал. Это хорошо. С Якутска. А надо мною все больше и больше туч. Что-то собираются они, все темнее и темнее. Солнышко пропадает.
появляется. Ну, как и машинки проезжают. Ну вот опять такой вот загончик, пастбище с озерком. В общем, красиво. И деревня 3 километра. Ух. Ну, асфальт, говорит, еще где-то километров 10 будет. У дорожных рабочих спросил. До деревушки. Потом видно будет. Тюнгюлю. Деревня Тюнгюлю. Комарье не отстает. Но я еду туда, вот сейчас 13. Комарье кусачее, злое и много его. Но это еще ветерок сдувает. А остановился, все, прям налетели. Пришлось быстро убегать, уезжать. Короче, да, еще одна неприятность такая. Комары. Ладно, мошки пока нет. Да, вот так вот красиво смотрится. Видно, как вода уходила. Ну, хорошо. Ну, дорожка так, да, латают вон, делают. Трещинки залили. Молодцы. О, солнышко прям в спину. Хорошо. Я и тень. До Тюнгюлю немного. Километров 6 осталось. Ну да, обычно, как везде, мусор, ну поменьше. Машин поменьше, мусор поменьше. Ну. Тумул. Что там написано внизу? Сайда Тур Дайдум. Дойдум ли? Подъехали в Тумул. Вон он впереди. Время 20 минут доходит. Ну, 66,5 километров пройдено. Вот здесь вон коровки пасутся. А с другой стороны какой-то водоем. Не знаю, может река, может что, озеро. Вот. А тут деревенька. И за лесом мы сейчас дальше. Ну, вот за этим лесочком. Ну, это на их языке хатон, тавигулу, ну, что-то такое. Как-то так. Ну, так-то хорошо, красиво. Чего вон они? Берега дальние. Коровки вот. И там коровки везде пасутся. Так, АЗС. Вот большая деревня-то. Ага. Тумул. Вот мы въезжаем в него. Да. Ну что, вот домишки.
вот так. Здесь, я так понимаю, парк какой-то. То ли фонтанчик был, то ли что. Ну, беседка стоит. Вот спортивная площадочка. Хорошо. Здесь тоже вон деревца за заборчиком, как аллейка вдоль дороги. Ну. Да, вот площадка. Все с искусственным покрытием. О, щиты баскетбольные только, без колец. Так, что там? О, поеду в магазин. Делей. Магазин Делей. Вот заедем в него. Фу. Ну, остановки, кирпич, все прям по-человечески. Молодцы. Прям здорово. Перекус на мороженку. С чем-то там, шоколадом, что ли. До тюнгелю немножко осталось. Вот плакат. Ну вот поселок внизу. Ну вот так вот. А у нас горочка. Ага. Тумул закончился, Тюнгелю началось. Прикольно, вот оно. Тюнгелю. Вот так это сделано. Я все еще в Тюнгелю. Зашел в Китай-город, магазинчик. Мы открылись. Ну там все, хозяйственно, это взял водички вон попить. Заодно передохну на скамеечке, здесь посижу. Вел стоит. Трасса идет. Ну, где-нибудь сейчас там речка будет. Не помню, как называется. Где-нибудь там попробую встать на ночь. Ну вот, Тюнгелю заканчивается. И до Чурапчи 100 километров было написано. Сотенка. До Чурапчи. Ну, сейчас не знаю сколько. Время 5. Во сколько встать-то. Сейчас посмотрю, как места пойдут. Там вдоль реки, говорит, дорога будет. Можно везде вставать. Ну, хочется и проехать. Да и много сегодня тоже как бы и неохота проехать. Чтобы завтра себя хорошо чувствовать. Но если сегодня меньше проедешь, завтра тащиться больше. А завтра хотелось бы в Чурапчу попасть и проехать ее. Чтобы встать уже за ней где-то. То есть сотенку. Но если вот так ехать, 70 я сегодня проехал. Но сегодня асфальт. Километров так вот, да, по 80. Но не получится у меня, наверное. Ну ладно, будет видно. Пока едем, пока едется. О, что-то делают. Бетон льют.
Фонари. Так. Да. Я думаю, опора под освещение. Тюнгелю проехали. Ну вот такие виды хорошо, красота прям, мне нравится. Луга, лесочек вдали. Это тебе не тайга. Речка. Красотень. Стоит такая надпись. Немныр, наверное. Что такое, не знаю, но деревня должна быть такая, Немныр. Ну, пошли такие горочки. 5% вон были подъемчики. Сейчас вот опять спуск, я не знаю, скольки это процентные. Впереди. Вот тут где-то. Так, где-то вот здесь. Ну так. Что могу, еду. Остальное шагом. Дохаживаю. Пока тяжеловато. Ага. Ну так красиво у них, да, вот. Озерца вот эти. Хорошо. Сейчас справа будет озеро. Фу. Или река это уже. Не знаю. Ого, скоростенка у меня 32. Так, очечки одели. Повнимательней. Ой, красота какая. Как красиво. Только трясет маленько. Ого, 45. Разогнался я прям не на шутку на своем тяжелом веле. Отлично прокатились. Замечательно. Ну, сейчас узнаем, скольки это процент, наверное, тоже. Процентов 5-6. Не вижу. Далековато. Че, 10? Еще ближе едем. 5. Отлично, 5%. Ну, красотища. Да, лодочку бы. О, виды с высоты горы забрался на этот подъемчик. С горочки. Тайга. И река. Или озеро это, не знаю. Так, притормозим. Что-то я не готов гнать. Да, такие опасненькие ямки. Вот лошадки пасутся. Коняшки.
Ну, до деревни, по моим, где-то 2 километра расчетом. Вот спускаюсь с горочки. Похоже, сейчас будет деревня. Там рыбачок. Ну, тут опять лошадки. Якутские лошадки. Коняшки. Там речка. Вон там. Должна быть река. Вон они разлеглись. Там коровки. И что-то застыли на дороге. Чего-то ждут. Ну а мы едем. Вот она. Въезжаем в Нову Рогана. Нову Рогана. Нову Рогана. Ну, отличные виды. Синяя вода, голубое небо, зеленая трава, лес. Класс. Вот она, Нову Рогана. Проехал я 91. Но Ротанга, вот я еду по ней. Посмотрел карту. Там через 3 километра будет. Через 5 озерцо. Через 3 речка просто. Через 5 озерцо. И через 11 озерцо. Километров. Вот, но время это сколько? 19, 7. Ну, через час 8. Я где-то должен быть там, если на 11. Сейчас посмотрю сначала на 3, потом на 5, где понравится, там встану. Вот. Ну, в общем, нормально, 91 километр уже проехал. Нову Рогана. Фу. Да, сегодня самый долгий день. Будет самая короткая ночь. Пока ехал на пароме, мужик, не знаю, кто они, якуты или буряты, я не различаю. Может, и венки. Такой говорит: о, сегодня, говорит, у нас праздник. Какой-то национальный у них. Ну, вот похоже, что это, да. Как он называется? Не знаю, самый длинный день. Долгий. Вот. Они там что-то делают, но не стал больно рассказывать, как они его празднуют. Ну, вот у них праздник национальный или какой-то. О, коровка мычит. Ну, да. Говорит, удачно ты выехал. Пожелал хорошей дороги. Ну и, как обычно, всяких хороших слов наговорил. Вот мы едем, да, денек, погодка прям разгулялась. Хорошо. Вон что на небе. Чуть-чуть облачка. Ну а здесь вот так же он. Скот пасутся. Все пасутся с обеих сторон.
Ну, о, Рогана. Так, я понимаю, это их не ТЭЦ. Ну, топит-то чем? Углем он, да? На угле все, ну. Уголь. Ого-го. Наше тепло Якутии. Ой. Так, остановочки. Ну, хорошо, да. Все хорошо, когда вот солнышко прям вообще красота. И лето, наверное. Не знаю, как тут зимой. Но вот в июне нормально. Ну, это нужно говорит, да, говорит, все, пришли солнечные дни. Дожди как бы закончились. Сейчас будет хорошо. Ну, увидим, насколько будет хорошо. Ну, вот так живут люди здесь. Памятник какой-то он на горе. Вот такие бандуры шныряют по дорогам. А вот он, 100-й километр. Ну, это по версовым столбам. А я проехал 94. Поэтому едем дальше. Ну, вроде присмотрел местечко. Сейчас осталось только спуститься. О, до него. Блин, неохота тут по горам завтра утром тут подниматься. Кругом стада. Все пасутся. Речка внизу. Что-то на гору поднялся. Вот тут. Там опять же комарье, кусты. Вот я думаю, где-то вот здесь, на этой полянке встану. Сейчас дойду, посмотрю. Да, и здесь вон тоже комары. Куда без них? Река рядом, лес рядом. Кошмар какой-то. Начинает одолевать. Ладно, сейчас дойдем. Да, тайга дает жару. Ладно, сегодня ветерок хоть гонит их. Ну, сейчас за лесом тут ничего не будет ветра. Ну, вот следы копытных. Да, комары достали. Так. Тут памятник какой-то. Обелиск. Давай посмотрим. На солнышко. Вот сейчас встанем. Так, там внизу тоже он что-то есть. Но я уже вниз, наверное, не пойду. Здесь полянка прекрасная. Вон какая. Вот дорога. Отлично. Так, что здесь написано? Революционерам, я так понимаю. Чекистам. Николаеву Смердину. Николаеву и Смердину. Ну да, все. Так. Это что за землянка? Оп. Фу. Так, ну все, пока пусть стоит. Как-то. Нет, тут сосна. Вот этот пеньку выше. Сейчас все в смоле будет. Потом не заберешь. Не отдерешь, вернее. Что-то ямы какие-то накоплены. Ага, для мусора. Так, под ноги смотрим. Дорога накат, ну там березнячок. Ну, в общем, отлично. С дороги не видно. Тоже сосна, но уже сухая. Так, все, стой. Пошли смотреть.
Что здесь есть? Фух. Так, выход к речке. Надо найти. Я весь мокрый, надо сполоснуть футболочку. Он тут. Что тут было, непонятно. Ну, где-то сейчас найдем. Все равно должен быть какой-то проход. Ну что, мне нравится. Ветерок есть, комаря немного пока. Сейчас буду ставиться, посмотрим сколько. Ветер стихнет, тут, наверное, их прорва. Так, солнышко сядет там. Время 7:30. Ну, зайдет где-то вот тут нормально. Оно и разбудит. О, стоило в тень зайти, все. Они набросились. Собаки. Так, тут что у нас такое? Стульчики, досочки. Может, уже все оборудовано? Для посиделок. Ну да, сыровато. Комаря много. Так, здесь мы тоже... Не, все, на солнышко. На солнышко. И ставить палатку. Ну, вот так красиво. Дорогу он видно. Ты проехал сейчас туда, да. Километр, нет, наверное, метров. Ну, около меньше километра. Посмотрел, ну, тоже не вариант. Там дальше еще одно озеро должно быть. Ну, думаю, хорош на сегодня крутить. Пора отдыхать. Для первого дня достаточно. 96 проехал. Пойдет. Поставил частично палаточку. Повесил бельишко, пусть сохнет. Но потом накрою. Вел пока тут. А я пошел, найду спуск к водоему, где можно простернуть все это хозяйство. Но переоделся чуть-чуть. Комарья немного, но оно есть. Побрызгался, все, красота, никого нет. Ни одного. Ну, где-то летают рядом. Вот. Вот так. О, местечко. Так. Ну, что здесь у нас? Я думаю, вечером, может быть, костерок сделаю. Вот, дров полно. Дровов. Так. Где тут можно что-нибудь прополоскать? Блин, болотина. Коровы ходят тут. Водопой у них. Ну да, болотышко. Пойду вон до того мостика дойду, посмотрю, что это такое. Если что, вон там где-то будем пробираться. Ну нет, не судьба. Так высохнет просто. Ну, весь берег вон в камыше. Или что это, осока, непонятно, что за... В траве, короче, туда не подойдешь, пока залезешь. В общем, ладно, вон там, может быть, завтра... Вон там вроде есть. Но уже утром. А может, где-нибудь в другом месте. Ну, сейчас еще в ту сторону. Ну, там тоже камыши. Короче, стирка отменяется. Тогда будем готовить ужин. И чай. Или кофе. Посмотрим, что. Или цикорий. О, цветочки растут. Красотень. О, какие-то желтенькие, маленькие. Ладно, идем отдыхать. Первый походный день. О, отсюда. Ну, видно только он красную тряпочку. Пойдет, ладно. Стою, а тут вон лошадки. Табунчик тоже прошел мимо меня. Оттуда вот вышли. Тур-тур-тур-тур-тур-тур. Вот пока лазил, вон они на горе стоят. Ну, лошадки. Так, ладненько. Готовлю ужин. Пробую. Первый ужин на природе в этом году. Ну вот я и приготовил ужин.
А на ужин сегодня... Ой, да что-то некогда было снимать. На ужин сегодня у меня рис. Рис с помидоркой. Кофеек пью. Димас подогнал. Нормально. Давайте посмотрю. Ну вот. Помидоры, рис. Сейчас будет колбаска. Ну и кофе. Не знаю, может быть с конфетками, может быть с пряниками. Ой, может просто кофе попью. Ну пока просто пью. Пока пить охота. Вот такие пироги. Попробовал, кстати, вон газовую, не газовую, бензиновую горелку. Ну, блин, вроде ничего. Приноравливаюсь потихонечку. Потихонечку комаре, он рядышком летит. А побрызгался хорошо. Не кусают. Ну, сейчас попробуем, что за рис. Нормально. С универсальной приправкой. Да. В конце дня самое то. Ну что, пришло время колбасы. Это остатки от поезда. В поезде не съел. Ну, буду сейчас вот доедать. А уже там где-то потом тушеночку. А пока хватит колбаски. Угу. Ну ладно. Приятного аппетита мне. И вам. Котелок пока отмыкает. Мыть негде. До утра пусть. А я вскипятил вот для второй чашки кофе в крышке. Крышечка вскипела. Все, вот такая газовая, бензиновая горелка. Все, выключили. Пошли. Вторую чашечку сейчас попьем. И хорош. Велосипед сейчас перетащу вот под сосенку. И баиньки. И будем спать. Вот так вот проходит вечер первый. Кофе допил. Хорошо. Комары исчезли. Вот где-то с 10 их уже, ну там, летают штучные. Штучные есть. С 10, короче, они в лёжку. Все, вел перетащил. Поближе поставил. Чтобы не у памятника. Все, пусть стоит. Все, в палаточку забираюсь. Переодеваюсь и спать. Спокойной ночи.